Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике является напряженной. На настоящий момент, по данным Управления Роспотребнадзора, по республике зарегистрировано 144 новых случая коронавирусной инфекции, 80 из которых приходится на город Якутск. 15 случаев и наиболее сложной ситуации мы сегодня оцениваем ситуацию в Сунтарском улусе, в котором зарегистрировано 15 случаев. Вчера состоялся оперативный штаб Сунтарского улуса, на котором было принято ряд ограничительных мер в целях того, чтобы ограничить прежде всего места распространения и, соответственно, дальше продолжать соблюдать нормы санитарно-эпидемиологического, установленные санитарно-эпидемиологическим указом главы нормы. 13 случаев зарегистрировано в Нерюнгринском районе. Оперативный штаб Нерюнгринского района принимает ряд мер, направленных прежде всего на работу с теми лицами, которые возвращаются с отпусков в Нерюнгринский район и, соответственно, по их самоизоляции в течение 2 недель до выхода на работу. Сложная ситуация. Сегодня мы оцениваем ситуацию в Мирнинском районе. Там зарегистрировано 7 случаев. Необходимо обратить внимание, что половина случаев зарегистрирована в северном кусте Мирнинского района. Это Айхало-Удачнинский куст. И в связи с этим, вчера на заседаниях соответствующих оперативных штабов под руководством главы Республики Саха-Якутия были приняты непосредственно ряд мер, направленных прежде всего на соблюдение норм санитарно-эпидемиологического характера на производственных участках недропользователей, а также на территории населенных пунктов. Перед оперативными штабами Мирнинского района, Удачного и Айхала поставлены задачи совместно с МВД усилить работу по контролю за работой ночных клубов, дискотек, а также непосредственно соблюдением граждан норм санитарно-эпидемиологических правил. Оценивая ситуацию в Мирнинском районе, необходимо обратить внимание, что в настоящий момент в районе наличествует высокий уровень задымления, в связи с чем обращаемся к гражданам Мирнинского района сохранять спокойствие, при необходимости звонить на колл-центр и прямую линию Центральной районной больницы Мирнинского района, городских больниц Удачного и Айхала в целях скорейшего разрешения непосредственно ситуаций, связанных с возможными последствиями для здоровья в связи с задымлением. В целом медицинские работники рекомендуют носить маски и, соответственно, меньше посещать уличные места, находясь непосредственно в изоляции для того, чтобы сохранить прежде всего свое здоровье. Необходимо обратить внимание по Мирнинскому району на то, что на настоящий момент поступившая вакцина, в том числе, направляется на Мирнинский район для того, чтобы продолжить уже поднятые в этом районе темпы вакцинации. Данная установка была принятым решением главы Республики Саха-Якутия и руководством компании «Алроса». 6 случаев зарегистрировано в Усть-Алданском районе, где тоже ситуация осложняется тем, что работает 2 оперативных штаба по коронавирусной инфекции и по пожарам. В связи с этим, соответственно, действительно главе, руководителю оперативного штаба, главе района приходится достаточно сложно. Тем не менее, на кону стоит здоровье людей, в связи с этим действия достаточно четкие и скоординированные. По 5 случаев зарегистрировано в Алданском и Ленском районе, 4 случая зарегистрировано в Алайховском районе. Необходимо обратить на ситуацию в Алайховском районе как на северный район с точки зрения того, что ситуация, связанная с Алайховском районе, связанная с завозом инфекции одного из родственников работников Рокболовецкой артели, в результате чего практически сегодня изолирована и блокирована работа целого населенного пункта, как большинство из проживающих в данном населенном пункте явились контактными лицами. К сожалению, достаточно стабильная ситуация Мегино-Кангаласского района за последние сутки ухудшилась, и там зарегистрировано 3 новых случая. Продолжаются фиксироваться случаи в Чурапчинском улусе, их 2. По 1 случаю зарегистрировано в Верхоянском, Вилюйском, Намском и Хангаласском районах.
Значит, лаборатория медицинских учреждений и Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия. За сутки проведено 3033 теста. Всего с начала пандемии в республике проведено 1 270 189 тестов. На настоящий момент в республику поступило 15 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт», и сегодня мы ждем размаркировку до вечера «Спутника Ви», значит, в порядка 10 200, после чего будет произведено его распределение по соответствующим поликлиникам и больницам. Обращаю внимание на то, что выделение и, значит, распределение «Спутника Лайт», как мы уже обращали внимание, будет использоваться как на ревакцинацию, особенно медицинских работников, работников социальных служб, которые прошли вакцинацию в январе-феврале месяце, и, соответственно, дальше по тем группам, которые у нас проходили вакцинацию. Что касается «Спутника Ви», дальше им продолжаем, так же, как и «Спутником Лайта», вакцинацию населения, и, соответственно, приглашаем все, значит, по тем записям, которые были осуществлены, значит, 2 недели назад, неделю назад, а также в порядке живой очереди в поликлинике как города Якутска, так и районов. Необходимо обратить внимание, что сегодня вакцина уже направлена и появится в Нерюнгринском районе, в городе Якутске, в поликлинике. Во все остальные районы будет доставляться до, соответственно, значит, пятницы, субботу, воскресенье, выходные дни наши вакцинальные участки будут работать. В целом по республике первую вакцину получили 276 093 человека, и сегодня использовано 92% вакцины от общего объема вакцины, поступившей в республику. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация зависит от нас с вами. В связи с этим у нас с вами прежде всего наступает и период возвращения из отпусков. Основные случаи, которые сегодня фиксируются в республике, это случаи семейных контактов. Ведь совершенно по-иному на настоящий момент действует заболевание. И оно достаточно касается прежде всего близких граждан. Меньше фиксируется корпоративных мероприятий, корпоративных очагов. Тем не менее, семьи, как вы знаете, многие из наших семей в Якутске, в Якутии в целом заболевают целыми семьями. Берегите, пожалуйста, свои семьи. И, соответственно, вакцина сегодня доступна в наших медицинских учреждениях.